that is right on time. Is right on time. That crisp beat is right on time. Is right on time. That crisp beat is right on time. Is right on time. That crisp beat is right on time. Is right on time. That crisp beat is right on time. That's right on time. That just say that's right on time. Is right on time. That just say time is right on. Is right on time. That crisp beat is right on time. Is right on time. That crazy beat Is is right on time. Добрый день, уважаемые участники соревнований. Не слышно? Афанасий, тебя не слышно. Раз. Все завалил. Что, блядь, ну что такое? Наливай. Добрый день, уважаемые участники соревнований и все любители футбола. Мы рады всех видеть на стадионе «Локомотив», где сегодня пройдет календарный матч юношеской футбольной лиги. Сегодня на поле сойдутся команды «Икшор Динамо», город Владивосток, и РСШФ, город Якутск. Уважаемые болельщики, напоминаем вам, что на стадионе запрещается использование пиротехнических изделий и лазерных устройств. За данное правонарушение законодательством Российской Федерации предусматривается наложение в судебном порядке штрафа в размере от 3 до 10 тысяч рублей, либо прохождение обязательных работ на срок до 160 часов с наложением запрета на посещение спортивных соревнований на срок от полугода до 3 лет. Напоминаем вам, что на стадионе запрещена реализация и употребление алкогольных продуктов. Обращаем внимание, также что действует запрет на курение. Через 3. И снова приветствуем вас, уважаемые любители футбола. Говорит и показывает стадион «Локомотив», город Уссурийск, Приморский край, где сегодня в очередном матче розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги для игроков не старше 15 лет на поле встречаются команды.
Краевая спортивная школа Олимпийского резерва «Динамо», город Владивосток, Приморский край, и Республиканская спортивная школа по футболу, город Якутск, Республика Саха-Якутия. У микрофона для вас работает Алексей Семененко. Вот-вот мы увидим, как команды на поле выйдут, и еще буквально через несколько мгновений игру начнут. Итак, приветствие команд, приветствие арбитров. Совсем немного осталось до старта поединка. Видим мы немногочисленных зрителей. Связано это, наверное, с двумя факторами. Первый – это то, что, к сожалению, хоть такой прекрасный турнир Российским футбольным союзом организован, Дальневосточная юношеская футбольная лига, да и в целом вся система юношеских футбольных лиг по нашей стране. Но как-то что-то пока не работает с точки зрения привлечения зрителей на матчи, и мы это видим не только здесь, на Дальнем Востоке, но и для сравнения можете посмотреть, например, молодежную футбольную лигу. Топ-турнир из всей системы ЮФЛ, но и там даже видим мы то, что далеко не заполнены трибуны, хоть и матчи классные, команды отличные, и баталии прям такие интригующие. Но будем надеяться, что в целом процесс будет развиваться, и футбольный, и в целом медийный. Так что верим в то, что долго-долго будем мы за этим ростом вот такого вот отличного проекта, как юношеская футбольная лига, наблюдать. И с каждым годом он будет прибавлять какими-то новыми элементами, которые будут на пользу дела идти. Ну а пока... Вот сейчас и проверим. Команды вот в данном случае демонстрируют сплоченность. В кружочек встали, одни и другие капитаны слово взяли, что-то своим партнерам напомнили. Но важно то, насколько они будут сплоченными во время матча. И еще было бы неплохо, честно вам скажу, вот это уже тоже из медийного футбола, если бы вот в этом кружочке, вот в этой сплоченности и тренеры бы тоже были в моменте. Как вам такая идея? Потому что, ведь согласитесь, микроклимат тренеров и команд, он такой взаимодополняющий. И, в общем-то, если в медийном футболе это заходит, да, и мы с вами уже привыкли к тому, что там как бы без этого начала матча уже невозможно, да, без такого вот традиции, где все они дружно вместе настраиваются на матч, то вот пока что в официальном футболе этого нет. Но посмотрим, как будет дальше. А пока что мы видим главного арбитра, которым сегодня является владивостоковец Кирилл Андриенко. А ему сегодня помогают первый помощник Илья Тарасевич, второй помощник Амин Склазян, третий помощник, тот, кто резервный судья, Богдан Константинов. Ну а за ними присматривает инспектор Сергей Борисович Александров. Итак, уважаемые зрители, очередной матч первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги группы игроков, не старше 15 лет. Поединок между Краевой спортивной школой Олимпийского резерва «Динамо», город Владивосток, Приморский край, и Республиканской спортивной школой по футболу, город Якутск, Республика Саха-Якутия, объявляется открытым. Свисток прозвучал, игра началась. Давайте вместе за ней наблюдать. Поехали. Ну что, в старте, пожалуй, скажем, что оба коллектива в недалеке друг от друга располагаются в турнирной таблице. 5-е и 6-е место у владивостокцев и у якутян, соответственно. Но у приморцев на 2 игры больше, не на 2 очка больше. Но судите сами. Что из этого следует? Какова мотивация у команд? Ну, наверное, такая максимальная. Верят они в то, что, конечно же, могут
победы одержать. И, кстати сказать, владивостокцы уже сумели 17 июня в матче первого круга, получается, что республиканцев якутян обыграли 1-0. Ну и вот матч под номером 2 между этими коллективами. И давайте смотреть, в каких позициях действуют сегодня футболисты, по каким тактическим схемам тренеры свои коллективы выставили. С мячом Николай Уфимцев. У него на спине номер 22. Против него с нарушением правил сработал Константин Разин, у которого на спине Семен. Ждем наброс от Николая. Вот такая подача. И что там? О, опасный момент. А что с ударом? Куда же он так просто завалил, когда по мячу бил? Это, наверное, был Кувшинов. Что, отмечаем с вами вторую минуту. И мы этот момент попросим нашего режиссера запомнить в нарезку моментов, знаете ли, таких со слезинкой, что называется. Там, где нужно было сработать четче, но получилось как получилось. Что в концовке, может быть, в конце матча еще такую нарезку вам предложить, потому что наверняка такие еще эпизоды будут веселые. Ведь юношеский футбол мы с вами смотрим. Тут может быть не сверхмастерство, не сверх, знаете ли, какие-то скорости, но зато такой футбол искренний. А это, в общем-то, одно из непременных обстоятельств и аргументов в пользу того, чтобы футбол был интересным. И первый удар от команды гостей. Им отметился игрок под номером 29. Это Вадим Зеленецкий. И первую главу для гостей. И смотрим, кто будет сегодня у них являться штатным исполнителем такого рода стандарта. Ну, как будто бы Константин Разин. Так, без разбега вот такую подачу ведь, ну, относительно неплохую. И вроде бы нацеленную. А будет ли удар? Нет, защитники не дали. Выбили подальше. Ну и пытаясь за мяч зацепиться, Прохор Кувшинов в моменте. Ну и давайте, наверное, составы вам команд назовем. Ну и начнем с хозяев, раз они с мячом и пробуют наступать. Голкипер номер 1 Евгений Грязнов. Полевые игроки номер 20 Степан Гресов, номер 10 еще один Степан Гусев, номер 23 Матвей Башкирцев, номер 22 Николай Уфимцев. Далее 11 Марк Веретельников, 18 Владислав Ефанов, 19 Кирилл Копылов и 7 Прохор Кувшинов. Номер 25 Ярослав Холодов, номер 63 Владислав Шевченко, главный тренер команды Евгений Молоков. И переходим к гостям, обороняющимся в моменте. Голкипер номер 16 Илья Козырев. Полевые игроки. Номер 11 Александров. Номер 30 еще один Александр Андреев. Номер 23 Денис Бабюк. Номер 14 Оскар Гузаиров. 21 Владислав Егоров. 19 Мерген Яндонов. 29 Вадим Зеленецкий. 3 Михаил Кабанов. Номер 18 Данил Мирошниченко, лучший бомбардир команды, у которого на данный момент 6 забитых голов в 8 матчах. И номер 7 Константин Разин. Главный тренер команды Василий Ивочкин. Итак. Прессингующие хозяева. А сейчас уже прессингующие гости. Ничего удивительного, в юношеском футболе все друг друга прессингуют от и до. От начала до конца. Кто бы с кем не играл. С мячом один из Степанов. Гусев. А здесь кто-то из опорников. Это был Копылов. А это подстраховывающий партнер башкирцев. Ну и впереди как будто бы мы видим сколько? Тройку, да, игроков гостей. 7, 11 и, ну, наверное, 18. А пока что Гресов. Налево, где Уфимцев. Отдавал вдоль боковой линии, по всей видимости, на Ефанова.
Якутяне мяч отобрали. И вот там один из их техничных игроков пытается соперника один в один обыграть. Обыграть не смог, но зато потом не дал, в общем-то, сохранить мяч соперника. Ну и развиваются события вдоль дальней боковой линии от нас, уважаемые зрители. Так неспешно, но плотно. Оскар Гузаиров, давайте отметим, он, по всей видимости, защитник справа. Он вбрасывает. Достаточно неплохо дело это с точки зрения длины. Но как-то не очень согласовано. Ведь никого из партнеров там не было. И Евгения Грязнова, вратаря команды Кшор-Динамо, мы с вами видим. Справа увидел партнера он, в свою очередь, и на Башкирцева отдал. А тот... Нет, прошу прощения, на Уфимцева. Ну, а Николай, диагональ в виде навеса на линию штрафной площади соперника. А здесь уже Гузаиров подлиннее. На кого-то из партнеров, кто был на чужой половине. Но почему-то ускорение совершить он не смог, тот, кто там был. И, соответственно, пас от Оскара пропал. Гусев не торопится. Здорово коридор нашел и прокатил. Уфимцев. Уфимцев ищет связку в данном моменте с Гресовым. И, в принципе, было близко к тому, чтобы за счет перепаса фланг вскрыть. Пауза небольшая произошла. Мы с вами пока что не видим, с чем она связана. Но что-то, что было причиной для этой паузы, быстро устранено. И Кирилл Андриенко свисток дает. Уфимцев. Ну, предполагаю, что будут искать Гресова. Вброс. Где Степан? Нет. Гусев есть. Ну и правильно. В данном случае, ведь у Степана Гусева вон сколько пространства и времени, выбирать варианты разные. А если бы в центре кого-то из опорников вводом мяча искать, то под прессингом находясь, можно было бы и потерю совершить. Классный пас. Ну и Николай снова с мячом. Пока что чаще всех, по-моему, он с ним. И уже 2 передачи пытался совершить. И обыгрывает. И простреливает. Ну, молодчуга. Так, а кто ему пытался помешать, но не смог этого сделать? Посмотрим в паузе. Потому что Гресов подбор. Веретельников с мячом. Обыгрыш соперника. И тоже прострел. И удар рядом со штангой. Мяч пролетает. Это Владислав Шевченко. Это 10-я минута, и тоже режиссера нашего попросим в нарезку эпизодов со слезинкой этот момент писать. Но обратите внимание, пока что Денис Бабюк, вот там вот футболист под номером 23, я уж не знаю, кем он является, защитником, либо полузащитником, нам еще нужно с вами будет присмотреться, у якутян. Но сперва это все в одной атаке дал себя обыграть Уфимцеву. И после этого буквально через мгновение еще и Веретельникову. Совсем при всем при этом даже и близко, не мешая им. Ну, надо как-то подсобраться. А здесь, это уже Мирошниченко, видимо, был, да? И кто против него? Гресов нарушил. Ну, раз нам его показывают, значит, так оно и есть. Ну и Даниил. Сам же, наверное, будет пробовать, что? Удар-пас совершать. Попросил он арбитра 9 метров отсчитать. До ворот далеко. 20 плюс, наверное, 10. Ну, метров под 30. Может быть, чуть-чуть меньше. 27. Да, примерно так. Даниил готовится. В стенке 2 человека. Евгений Грязнов должен быть внимательным. Интересно, что-то сейчас может быть. Подбирает ножку. Бьет по воротам. Да, это был удар-пас. Обратите внимание.
Мяч так летел, что его реально было бы как-то, знаете ли, там подправить, что-нибудь с ним сделать и им воспользоваться как пасом. Но никто из партнеров Даниила к мячу не поспел. И он пролетел, поворотом не попав. И Евгений Грязнов традиционно для себя из ворот, выходя даже за условную линию 20 метров, ищет варианты, и в данном случае снова бьет направо на Уфимцева. Тут, который, знаете ли, сегодня пока что сперва в этом матче в качестве плеймейкера выступает. Кувшинов. А еще там Копылов. Кувшинов, Копылов, Гресов. Вот такая их тройка в центре. Это я про Кшор Динамо. Башкирцев. Ефанов. Против него Аскар Гузаиров. Кстати, смотрите, какой неуступчивый. Кирилл Копылов. Ну, кажется, вот по нему мы с вами прям уже не спутаем. Он наверняка прям вот опорник-опорник. Гусев. Вот не удивлюсь, если снова пас на Уфимцева пойдет. Нет, на Шевченко. Даже нет. Ни на одного, ни на другого. На третьего. На Кувшинова. Кувшинов, наверное, даже все-таки где-то и не в средней линии. Он именно в тройке нападения. И же действует, наверное, по системе 4-3-3. Поприсматриваемся еще к игре владивостокцев и к их расстановке. Абсолютно точно Шевченко в атаке, Кувшинов тоже. Значит, осталось только нам попробовать найти, если вдруг есть таков третий атакующий игрок. Ну это ж, наверное, Ефанов. Тот, который слева. За мяч пытается зацепиться Разин. А здесь как-то не самое четкое действие совершает Веретильников. Но подбирается мяч Ефановым. Направо на Гресова он отдан. И вот такой мягкий наброс, но точно в руки Козыреву. Аскар Гузаиров. В этот раз низом вдоль боковой. Мирошниченко цепляется. Ему активно мешал Ярослав Холодов. И Аскар Гузаиров аккуратненько через ближнего. Но как-то слишком уж аккуратненько, что прям так вот для Веретельникова оказалось несложно в борьбу включиться, корпус выставить и мяч для своей команды забрать. Холодов, действующий в защите сегодня слева. Веретельников. Как-то так вот достаточно странно, отдавая мяч, не рассчитал прям совсем-таки силу этого паса, но и перехвативший гость. Что подумать? Через центр? Интересно. А кто будет их встречать? Пока никого. Никого не видим, точнее мы. И налево, поэтому пас легкий на Разина. А тут обманные движения совершает. Легко мяч сохраняет. Все было легко ровно до момента, когда нужно было с левой ноги совершить подачу. Она не прошла. И расстроенный в связи с этим Константин. Но, что касается тройки нападения якутян, то мы с вами определили, да? Разин слева, Александр Александров в центре и Даниил Мирошниченко справа. Холодов, Ефанов, Ярослав.
Шевченко за мяч попробовал побороться. Немножко со своей позиции нападающего, такого вперед выдвинутого, сместившись. Ну и башкирцев катит на Гусева. И снова с мячом Степан. И вновь направо. Ох, Степан Гресов как классно проскакивает. Да? А двоих убегает. И в штрафную врывается. Отличный пас отдает. Еще одна скидка. Будет ли удар? А вот центральные защитники уже надежнее, чем левый. Мы говорили с вами, да, про то, что как-то немножко пока что Денис Бабюк ему очень легко дает соперникам от себя убегать. Нужно немножко ему как-то чуть порезче быть, либо попроще действовать. Не давать соперникам разгоняться, может быть, или же все же находить возможность мяч куда-нибудь в момент их забегов выбивать. Ефанов. Давайте попробуем присмотреться, кто же там в центре в обороне у Республиканской спортивной школы по футболу. Как же не хватает все-таки вот якутской команде какого-нибудь такого звонкого названия, чтобы не было необходимости каждый раз нам с вами выговаривать Республиканская спортивная школа по футболу. Нет, я ничего не имею против того, что как бы название учреждения является названием команды, но согласитесь, все-таки не хватает местами, да, там вот в Комсомольске, например, тоже. Ну, просто ШОР номер 2. Ну вот не хватает названия такого, которое могло бы быть легким для произношения нам, либо же болельщикам на трибунах для скандирования, например. Бабюк здесь мяч сохранил. И вот нам сейчас Дениса крупным планом показывает. Так, а в центре игрок под номером 19. Это, видимо, опорник гостей Мерген Яндонов. А это Александров сражается? Да, смотрите, крепенький на ножках такой. Молодечек! Но вот все неплохо до момента того, как нужно пас отдавать. Один из центральных защитников имеет на спине номер 3 у якутской команды. А это Михаил Кабанов. Давайте зафиксируем. Ох, какой забавный момент. Его тоже нам, пожалуйста, в нарезку, но уже в другую. Забавных эпизодов, когда люди вбрасывают мячи даже не с одной ноги, а прям таки, не находясь в опоре, хоть даже на одной стопе. Момент броса. Ну ладно, это мы уже постоянно с вами по этому поводу забавляемся на матчах ЮФЛ. И пусть оно так и продолжается. Ведь нам должно быть с вами не скучно. А такие эпизоды нам как-то немножко все подраскрашивают. А пока что Гресов взаимодействует с партнером в центр, смещаясь и ища позицию для удара. А здесь диагональ шикарная. Смотрите, какая она разина. А у того вновь попытка обыграть Уфимцева. Но в данном случае Николай не позволил это сделать. И снова Гресов на Веретельникова. А тот один в один оппонента обыгрывает. И вот Бабюк снова против него. 1 против 2. И поэтому еще одна попытка, в данном случае не навеса, прострела от Уфимцева. Ну и удалось мне обратить внимание на то, что вторым центральным защитником вместе с Михаилом Кабановым у якутской команды сегодня является Александр Андреев. А пока Александров на Мирошниченко, против которого Холодов. Даниил будет разворачиваться. Сможет ли? Смог. И сохранил. Оскар. Гузаиров. О, неплохо. Но Евгений Грязнов, выйдя из ворот, метрах, наверное, в 8 от их линии, ловит мяч надежно. И на Кирилла Кополова мяч прокатил. Напомню, Кирилл в опорной зоне действует. Связующий. А куда он бьет? А, вдоль боковой линии на Шевченко, против которого Бабюк. Уж кто против него здесь только не устраивал забеги, финты. Кувшинов, да? Ну что ж, с Бабюком, смотрите, вот вроде бы был на мяче первый, но Прохоров взял его и подарил. А здесь Ефанов. А против него тройка. И все же находит он возможность поворотом. Удар наносит первый в створ, который сегодня для обеих команд. В тайме, который... Точнее сказать, в котором ровно половина уже позади, 21 минута идет.
И нам с вами в статистике дают информацию о том, что это для Владислава уже второй удар. А когда был первый? Тот на 10-й минуте. Кувшинов, после того, как Гресов забрал, бежит. Его пытается центральный защитник соперник оттеснить Александр Андреев. И удается ему это сделать. И назначается пауза в связи с тем, что жарко, для того, чтобы игроки могли немножко передохнуть. Совсем чуть-чуть, буквально минутку. Ну, а мы с вами давайте, наверное, попробуем присмотреться к тому, как эта пауза будет происходить с точки зрения работы тренера. Может быть, даже что-нибудь услышим. Но это не точно. Показывают нам владивостокцев. А сейчас гостей. Но здесь справа вопрос по поводу контроля дисциплины у Евгения Валерьевича. То есть он жестко пресекает ситуации, которые ему кажутся недопустимыми с точки зрения взаимосвязи, разговоров между ребятами. А вот что касается следующих инструкций, то уже здесь уловить сложно. Но кому-то персонально обращается он, по-моему, к Ефанову, да? Может быть, из-за того, что Владислав недостаточно заметен пока что? Хоть мы с вами в статистике видели, что он уже дважды пробил. Итак, пауза завершена. Команды на поле возвращаются. Замена. Так, давайте посмотрим, проверим. Вадим Зеленецкий уходит. И Юлустан Коженкин появляется. Я уж не знаю, с чем связана замена Вадима. Ну, в принципе, учитывая то, что в составах обеих команд может произойти до 7 замен, то тренеры вполне могут себе позволить, например, и в первом тайме уже кого-нибудь снять, кого-нибудь выпустить. Ефанов. Гусев. Через опорника. Копылов. Кирилл. Через Шевченко. Между линиями пытающегося открыться он увидел, нашел, но там плотно. В центре. Игроками соперника зона была перекрыта. Мяча не забрали. И вперед на Данила Мирошниченко забросили. Центрального атакующего полузащитника пока что как-то вот мы никак не рассмотрим в составе якутской команды. Оскар Гузаиров очередной раз из-за боковой. Ну, нужно бы переворачивать, наверное. Нет, как-то замельчил. Потеря. И мяч выбит. И Шевченко в прессинге. Смотрите, кстати, легко бежал тогда. Ну, в принципе, начало матча и середина сезона. Почему бы футболисту не быть легким? Холодов. Ну, наверное, через Копылова, либо же через центрального защитника. Там у него есть наверняка Башкирцев. Ну, Копылова выбирает. Ярослав. А тот бьет. И, кстати, Прохор Кувшинов. Как-то вроде казалось со стороны, что неловко, но обрабатывает. Боком, что ли? Как-то смог. И имеет в своем арсенале вот такие вот он возможности. Но и мы с вами, помните, обращали внимание на то, что первые минут 10, даже может быть 10 плюс, был прям плеймейкером здесь справа в защите действующий. Нет, не в защите, а вдоль всей боковой линии. Николай Уфимцев. И его прям все пасами искали. Но как-то чуть-чуть то ли про него подзабыли, то ли он сам чуть-чуть поднабегался и паузу взял в открываниях. Но давно мы уже с вами не видим, как он, например, был в центре внимания. И крупным планом Илья Козырев.
голкипер якутской команды. А это игрок под номером 19 гостей Мерген Яндонов. Это опорный полузащитник, мы с вами уже смогли это определить. А также вместе с ним в центре игрок под номером 21. Это вот вышедший... Нет, это не вышедший на замену. А там что? А там что-то я просмотрел, пока в протокол внимание обращал. А нам повтор сейчас сразу покажут. Гусев ошибся. Сам же соперника схватил, но как-то удивительно, но желтую карточку избежал. А это был Владислав Егоров с этим перехватом. А к мячу наверняка сейчас подойдет Данил Мирошниченко. Хотя нет, в данном случае мы видим, что там же у точки находится и Михаил Кабанов. А Мирошниченко готовится вбегать в штрафную, судя по всему. И Егоров тоже. А кто еще? Их, видимо, двоих. Они чуть правее. А слева должно быть Разин, Александров и еще вот малыш там под номером 10. Но кто бы там как бы не вбегал, это была попытка удара. А это попытка мяч сохранить от Мирошниченко. Но в борьбе с ним активный Гусев. Но все же... О, положение вне игры. Егоров помог Мирошниченко, но не успел Данил там уловить момент того, что он за линией офсайда. Егоров, видите, побежал и помог. Но невысокого роста, это вот под номером 10, Дилустан Коженкин. Он, получается, как раз в центр, наверное, вышел помогать Яндонову, Егорову. Да? Ну, посмотрим, как ему это удастся сегодня. А пока что Гусев. Катец. Кувшинов. Бабюк. Ну, поближе бы, наверное. Кувшинов. Очень легко. Шевченко в центр. Яндонов. О, прошу прощения, пас классный! Ох, какое спасение! Воу! 28-я минута. Это тоже в нарезку, пожалуйста. То, где, но прям непонятно как. Чудом. Мяч в воротах не оказывается. Оказывается, в данном случае в руках у голкипера. Удивительно. Центральные защитники просмотрели эпизод. Врывание от Прохора. Да, это ж он там был? Да, это был он. И Шевченко так легко раз и набросил. Ох, как руку левую сумел использовать здесь для сейва Илья Козырев. Просто браво. Раз. Нет, ну вы видели, насколько ловко у него это удалось сделать. И между собой, конечно же, Андреев и Кабанов пытаются разобраться, как так они широко расставились, что так Кувшинова легко между собой пропустили. Это прям было очень близко к тому, чтобы стать голом. А, кстати, смотрите, ну, давайте сначала посмотрим за владивостокцами, а потом обратим внимание на перестановки. О, еще один удар гостей. С ударом был немножко как-то чуть-чуть ставший менее активным Николай Уфимцев. Промахнулся. Такое ощущение, то, что с выходом на поле Дилустана Коженкина в среднюю линию сместился Александр Александров. Кувшинов зацепился и ударил опасно. И где-то мяч. Оу, снова ловля. Вот Ильи Козырева. Вот уже 3 удара в створ у хозяев. 4? А когда был 4-й? Где-то немножко с графистом здесь разошелся в подсчетах. Толкнутым оказался Мирошниченко, мячом владевший. Против него был опорник, хозяев, Копылов. Разин запрашивает. Разин легко получает. А где там? Потому что далековато от него находится Уфимцев. Настолько далеко, что Разин настолько этого не ожидал, что в касание там куда-то сбрасывал, хотя спокойненько мог прием совершать. Большое преимущество по контролю над мячом. 7-3 видим мы от приморской команды по результатам 30 сыгранных минут. Холодов. Ефанов. Ему мешал Оскар Гузаиров. Разин очень легко здесь как-то взял и от мяча избавился.
Егоров. Скидка. Гузаиров. Вдоль боковой. Низом. Там Мирошниченко. На Егорова, кстати, в касание. Классно. А далее Владислав в центр. На опорника. На Мергена Индонова. А тот на Александра Андреева. И снова Владислав Егоров. И снова Мерген Яндонов. Владислав направо. А там мы видим того самого бомбардира Мирошниченко. И его неточный пас. И бьет вперед уфимцев. Свисток от арбитра, означающий то, что еще одна замена произойдет сейчас. Появляется на поле игрок под номером 17 Алексей Киселев, а его покидает футболист под номером 19 Мерген Яндонов. А почему? Ну, тут только тренеру. В данном случае замысел ясен на 100%, а нам с вами остается лишь только догадываться. Но и такое ощущение то, что Киселев выдвигается на место Мирошниченко, да? Да. Нет. Да. Разин ушел куда-то в центр. Мирошниченко вперед. В общем, присмотримся еще раз. Перепроверим все. А пока забег от Ефанова. И, наконец-то, первый угловой назначается для Владислава. Подачи которых является его сильной стороной. Вот сейчас мы увидим с вами очередную классную навесную передачу. И готовятся Владислав Шевченко и партнеры вбегать, выпрыгивать, бить. Ждем мы подачу в район линии площади ворот. И желательно прямо по центру. Но не дождемся, потому что прокатывается мяч через Уфимцева. Возвращается он Ефанову. Обыгрывается соперник. Прострел совершается. Нет, это был удар. И это был промах. Ну, вот такая получилась заготовка. Ох, какой уставший парень идет. Вроде бы всего лишь 30 минут отбегал, но летом жарко, сложно. Ну и в данном случае легко себя Владислав Егоров дал обыграть. По-моему, это был он. Ефанов на высокой скорости. Мимо него легко проскочил. Выбит мяч Козыревым направо. Киселеву там зацепиться не удалось. Ярослав Холодов. Не торопится, снова у него два варианта. Защитник центральный, либо полузащитник центральный. Выбирает он третий вариант. Ох, как забавно забрасывает! Не видит отмашку помощника главный судья. Но вот сейчас. А нам в нарезку, пожалуйста, этот эпизод вновь забавных вводов из-за боковой. Наша любимая рубрика. Кто кого, так сказать, веселее перебросит. Давайте назовем ее так. Но вот что касается Оскара Гузаирова, то у него все по технологии. Он на двух ногах зафиксирован и бросает. Он в эту рубрику в нашу веселую не попадет. Холодно. И снова с одной ноги. Но ничего, так можно. На юношеском уровне. Кстати, некоторые профессиональные футболисты думают, что и на профессиональном уровне тоже так можно. В общем, такая общая проблема для всех футболистов. Разобраться с тем, как же все-таки нужно этот мяч за боковой-то линии вводить, чтобы судья не свистнул. Неточная передача. Николай Уфимцев не поспел. Здесь он зону перекрыл. Бабюк ввел на Коженкина, а тот головой скинул неточно. Но и Уфимцев. Теперь он будет вводить. Ой, что это? С мячом соперники. Классный от Разина обыгрыш Копылова. Это тоже в нарезку нам, но уже в третью. Техничных элементов. И пас налево, где Мирошниченко достанет ли, будет ли обыгрывать Гусева один в один. Ждем мы прямо этого. Его вход в штрафную. Попытка, прострел на дальней штанге, удар, опаснейший момент. Первый сегодня в исполнении Республиканской спортивной школы по футболу.
по-настоящему. 36-ю минуту мы с вами, уважаемые зрители, конечно же, записываем. А все началось с Разина, с его обыгрыша, того самого, изящного, на своей половине. Ну и, соответственно, начало наступления, которое преобразовалось в атаку, которая превратилась в ход штрафную и в удар после навеса. Молодцы якутяне. Гусев подлиннее. Бабюк. О, сыграл наконец-то, в общем-то, максимально надежно. А здесь Ефанов. Финт Зидана. Или же спинорама. Кому как лучше, кому как удобнее называйте. А здесь Кувшинов. И его удар. Что ж там Бабюк? Но сколько раз он дал себя сегодня обыграть? Ну раз, ну не 10, конечно, но ну много-много прям. Что-то надо как-то ему помогать там. А пока через этот же фланг и полуфланг пробует Кувшинов и Уфимцев, но здесь-то Денис вынужден. Точнее, должен был хотя бы так, ну, сыграть. Но и Николай. Кто под него откроется? Прошлый вот был неудачный. Повторять бы нежелательно. Через Копылова. Кирилл. Направо. Николай. Левая нога. О, передача точно получилась. Интересно, так и задумывал. На Ефанова. Против которого Киселев. А это Холодов был. Как-то не совсем четкое действие. И Коженкин. Дьюлустам. И Алексеев вдоль боковой. Но вот насколько же у нас страна все-таки большая, да? Разная. Сколько у нас национальностей вместе живут. И насколько нелегко иногда бывает, знаете, такие специфические республиканские имена и фамилии. Правильно прочесть их, правильно в одно единое при произношении сложить. Ну, что, наверное, сложнее может быть, чем вот якутские имена, фамилии. Ну, скажете вы, например, чеченские. Но да, вот там вот тоже как бы, либо же кабардинские. Но бывает, что нелегко, но все же в этом-то и вся красота. И все самое прекрасное, что в нашей стране есть. То самое единство. Народов разных, но страны большой одной. Уфимцев. 1 в 1 против Разина. О, это интересно. И право на угловой зарабатывает Николай. Не часто Константин помогает здесь Бабику. Но в данном случае помог. И второй угловой для Кшор. А с этой стороны кто будет подачу совершать? Копылов. Кстати, который в этом сезоне уже результативные передачи, по-моему, имеет на своем счету, и в том числе благодаря вводам мяча из углового сектора. Навес. Неплохо. Ох, как классно! А где удар? Вот же он! И где ж там мяч? О, что же еще нужно было владивостокцам, чтобы наконец-то забить? Заработали они лишь только третий угловой сегодня. Но момент-то свой очередной раз упустили. А сколько там ударов они нанесли за вот это мгновение? Так, это не удар. Это тоже. И это не удар. А вот это же был удар. И еще один. Шевченко и Ефанов. Но Ефанов особенно непонятно, как не попал. Только непонятно, почему назначил здесь угловой в итоге. Ефанов подачу совершает. Защитники недалеко, но выбивают. Немножко, чуть-чуть отбрасывают. Вот здесь, кстати говоря, Бабюк молодец, то что... Нет, не Бабюк, а Александров молодец, то что не стал хотя бы даже какое-то действие делать. И руки даже в сторону развел, чтобы, не дай бог, не дать арбитру повода на то, чтобы... О, момент у владивостокцев. Удар по воротам. Спасает свою команду снова Козырев. Кувшинов. И вновь был в моменте он, так же, как и на 28-й минуте. Это, получается, был Уфимцев. Это его был удар-пас. И тренер якутской команды требует, что нужно, и пора бы уже мяч выбить подальше. Подача. Момент для удара. Есть же удар. О, кто там защитники? Ногу там подставляют.
какую-то часть тела. И продолжается наступление от приморцев. И кажется, наконец-то мяч якутской команды отбит. Но возвращает его туда, к штрафной. И ведь точным пасом Грязнов на Шевченко. Владислав ждет помощи. Классную вот такой вот наброс, скидку совершает на партнера. Ефанов финтит, правую ногу используя, бить пытается. И мяч пределы поля покидает. Но я все же вернусь к мысли о том, что Александров молодец. Помните, там не дал повода арбитру даже как бы там вот представить себе, что он подталкивает оппонента. Ведь такие пенальти тоже иногда возникают. Они прям к играм отношения к результатам потом серьезное, пресерьезное значение оказывают. Ну что, снова владивостокцы. И мяч рядом со штангой пролетает рикошетом от кого-то из защищающихся. Да, центрального защитника. От Кабанова. Успел он ногу подставить. А сколько, интересно, минут добавлено? 2? Ну, судя по всему. 5-й угловой. Владислав Ефанов. Набрасывает. И будет ли удар? Но все никак. Но как же Ефанов не забил? Вот нам показали даже из-за ворот, да, картинку, когда, ну, в общем-то, у него-то, ну, прям все уже было, чтобы, ну, прям поражать ворота. До них-то всего-то навсего было метра 2-3. Так. Кшор Динамо. Будет ли удар? Шевченко. Веретельников. И чуть выше мяч летит. Сколько же эпизодов, моментов, особенно в этой концовке. Уже 3-я добавленная минута идет. Вот такой вот промах. Очередной голевой момент, которых у Кшор Динамо в этом тайме, уважаемые зрители, по моим подсчетам скромным, 7. Представьте себе. Итак, нарушение правил зафиксировано против Гусева от Мирошниченко. Я все никак не уловлю, сколько же минут добавлено. Ну, прям много-много. Это был Башкирцев, и это Башкирцев, это центральный защитник, но он прям вперед идет и идет в концовке. И вот все же не получилось ни при помощи Башкирцева, ни при, в общем-то, всех их взаимодействиях между собой приморцев, хоть и создали не 7 моментов, в этом тайме забить. Свисток, прозвучавший, означает то, что он завершен. Первая половина очередного матча розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Группы для игроков не старше 15 лет. Поединка между командами Кшор Динамо, город Владивосток, Приморский край, и Республиканская спортивная школа по футболу, город Якутск, Республика Саха-Якутия. Но и на табло счет пока что 0-0. Смотрим статистику и видим то, что также 7-3. Процент владения мячом в пользу команды хозяев. Ударов в общей сложности получилось 14 в сторону и 7 в створ у владивостокцев, 4 в сторону, 1 в створ у гостей. Но тот, который в створ, если честно, я как-то упустил. А какой он у них был в створ? Ну вот, может быть, по этой графике увидим. Прохор Кувшинов, 5 ударов. Матвей Башкирцев 3, Владислав Ефанов 3, Веретельников, Уфимцев, Шевченко. А сейчас такая же графика, но команды гостей. Зеленецкий издали мы помним. Кабанов издали со штрафного тоже помним. Киселев, Мирошниченко. Итак, уважаемые зрители, пауза, после которой вернемся и продолжим за матчем наблюдать.
И снова приветствуем вас, уважаемые любители футбола. Вновь говорит и показывает стадион «Локомотив», город Уссурийск, Приморский край, где сегодня в очередном матче розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги группы для игроков не старше 15 лет на поле встречаются команды. Краевая спортивная школа Олимпийского резерва «Динамо», город Владивосток, Приморский край, футболки «Гетры» белые и атакующая сейчас республиканская спортивная школа по футболу город Якутск, республика Саха-Якутия, футболки синие, гетры синие. По результатам первой половины счет не открыт 0-0, но и второй тайм только что начался. Давайте и за ним вместе наблюдать. Поехали. Замена произошла в составе гостей. Поле покинул Александр Андреев, один из центральных защитников, а в игру вступил Владимир Поздеев, номер 20, и пошел вперед. Это означает то, что кто-то из ребят в позицию Андреева упал. А вот кто? Проверим, посмотрим. Вместо Александра Андреева номер 30 на поле появился игрок под номером 20 Владимир Поздеев. Диктор на стадионе сейчас объявляет состав играющих команд, напоминая у них зрителям. Мы вам тоже напомним. Но только сделаем это по ситуации, так знаете, фрагментарно, по моментам, в которых ребята будут себя проявлять. Вот Ефанов, левый полузащитник владивостокцев, он финтит, и ведь обыгрывает, и подачу совершает Кувшинов. Ловко пытался как-то пробить там, так вот неожиданно. Он сегодня определенную ловкость проявил там в одном из приемов обработки мяча. Помните, там боком смог мяч к себе примагнитить, но в данном случае не сумел. Но как-то странно так себя легко дал Оскар Гузаиров обыграть Владиславу Ефанову. А Оскар Гузаиров является правым защитником республиканской спортивной школы по футболу. Номер 19 Кирилл Копылов. Номер 7 Прохор Кувшинов. Номер 22 Николай Уфимцев. Номер 25. Но и знаете, что я вижу? То, что в центре обороны вместе с Михаилом Кабановым сместился Денис Бабюк. Тот, кто слева сегодня действовал. На матче работает судейская бригада в составе. Судья в поле. Интересное решение от тренера. Помогают Илья Тарасевич и... Неплохо. Ах, какой шанс! Воу! Удар, попытка добивания, Грязнов и Гусев. Нет, Грязнов и Веретельник, прошу прощения, Копылов. Вот на двоих они справляются. Вот с такой атакой, смотрите. Это Данил Мирошниченко был. У него 6 голов, я вам уже говорил про то, что в сезоне Грязнов отличное спасение. И был шанс у Владимира Поздеева. Кстати, у второго бомбардира их команды, у которого забитых мячей 3. А угловой для их команды сегодня 2. И не Разин передачу совершает, а другой игрок. Егоров, да, по-моему? Подача. Опасная ситуация. Кто там по воротам бил? Тот футболист, который сейчас мчит назад. Это, по-моему, Кабанов, центральный защитник. Нет, это Оскар Гузаиров, защитник правый. А передачу из углового сектора совершал, да, Владислав Егоров, номер 21, у которого на спине один из центральных полузащитников. А сейчас крупным планом Дилустан Коженкин, вышедший в первом тайме на замену и в атаке расположившийся. Сейчас они вместе с Поздеевым, насколько я понимаю. Вот с мячом Владимир. Но против него был и с легкостью мяч забрал Копылов. А здесь уже Коженкин против Копылова. И помогающий Поздеев. Кабанов, Поздеев. Далее Владимир направо на... О, Разин справа оказался. В первом тайме был слева. Коженкин на Разина. Константин против Копылова. И вот такой прострел. И ловля от Грязнова. И быстрый вот направо. Там активнейший Уфимцев. Николай. А где Гресов? Пас вперед. Там Кувшинов. Прохор. Бежит. Бабюк страхует. А непосредственно слева в обороне сейчас действует Алексей Киселев. Столько перестановок. Он когда вышел в первом тайме по ходу его, занял позицию правого полузащитника. А во второй половине вышел в позицию левого защитника Ефанов. А здесь кто? Веретельников? Да, финтит. Против него мы видим, как плотно пытается действовать, но не удается ему это, потому что Марк его обыгрывает. Центрального защитника Михаила Кабанова. И вот такая попытка пробить от Ефанова. И что там? Но и вот здесь-то уже Кабанов надежно. С капитанской повязкой на руке Михаила, видим мы.
И для КШОР «Динамо» первый в тайме. 6-й в матче угловой назначается. Владислав Ефанов неспешно к сектору идет. Напомню, в первом тайме 14 ударов в сторону, 7 в створ было у приморцев. Из них 7 голевых моментов мы с вами насчитали. 7. Один голевой момент был у гостей на 36-й минуте. А пока что подача в район дальней штанги. И там кто срабатывает? Александров. Кстати, тоже сегодня по позициям меняющийся. Где он сейчас действует? Он аплодирует партнеру. Алексею Киселеву за его подкат против Степана Гресова. Александр Александров, такое ощущение, что сейчас в полузащите слева. Как раз-таки действует вместе с Алексеевым он. А может быть и в опорной зоне. Да, наверное, все-таки в опорной. Вместе с Владиславом Егоровым. Как-то так. Уфимцев. Очередная подача. Да, ее попытка. Неплохо. И пытался бить Ефанов. Ведь мяч перелетел через Кувшинова. Через тех точнее, кто внимание на Прохоре сконцентрировал и долетел до Ефанова, который, в принципе-то, собственно, был один. Определенное пространство и время хоть немножко, но имел, но удар в лед совершить не смог. И выбивает мяч Козырев. Пока что лучший в составе, наверное, обеих команд. Ведь он спасает свой коллектив сегодня прям раз за разом. Уже многократно. Ой-ой-ой, опасно. Ну, вот так вот сыграно в данном эпизоде. Немножко не... Ну молодец, успел ногу Гресов убрать в какой-то момент, поняв то, что совершает что-то не то. Но и сумел увернуться от столкновения Александр Александров, тоже молодечек. Свисток арбитра прозвучал, опасная игра была зафиксирована, рука поднята, и Кирилл Андриенко, кто сегодня в качестве главного арбитра на игре, дает сигнал слова «можно» в адрес Алексеева. Кабанова, прошу прощения, навесов которого видели мы. Грязнов. Выбивает вперед. Гузаиров на мяче надежно. Коженкин направо. А там справа мы говорили с вами Разин. А где же сейчас Мирошниченко? А он слева. Да, Мирошниченко слева, Разин справа. Они поменялись флангами. В первом тайме было наоборот, когда был Александров впереди. А сейчас, получается, впереди Коженкин. Еще не только Коженкин, но ведь и вышедший Поздеев. А вот и Мирошниченко, пожалуйста. Сейчас, кстати говоря, посложнее будет крайним защитником. Вон, видите, Уфимцеву как сложно. А Мирошниченко уже и второго обыгрывает, и передачу по диагонали пытался совершать. В расчете на как раз-таки Александрова, который, по идее, с Егоровым действуя, должен быть чуть более мобильным и чуть больше в атаку. Если Егоров в чистом виде опорник, но я так предполагаю, то, скорее всего, это похоже на правду. Вот и Егоров. А это неточный пас от Александрова. И тут же он бежит назад отрабатывать, а тем временем бежит вперед к КШОР «Динамо». Это Шевченко. Передача налево, Ефанов. Обработка. Перед ним, мы видим, находился, не просто находился, а сумел мяч забрать Гузаиров. И здесь ногу подставляет. Потому что, когда забрал, сохранить не смог. И уже был Холодов. А здесь Башкирцев и Гусев. Наброс на Уфимцева, направо. И передача вот такая от Николая, левой ногой. И от капитана гостей мяч предела поля покидает, да так, что через линию ворот. Это означает то, что еще один угловой. Второй в тайме для КШОР «Динамо». В составе которых замена. Поле покидает Ярослав Холодов, номер 25, левый защитник. А в игру вступает игрок под номером 26 Андрей Жигунов. Какие в связи с этим произойдут перестановки? Пока неизвестно. Но к передаче готовится Кирилл Копылов. Совершает ее классную. И пробил Шевченко, промахнулся. Хоть до ворот там было всего лишь метров 6. И он выпрыгнул здорово.
Кстати, могу ошибаться, может быть, это был и не Владислав, а кто-то на него похожий. Но, в общем, шанс был. От Кополова вновь мы отмечаем отличную передачу. Вот он прям мячи умеет действительно доставлять, в общем-то, в опасные точки. Раз за разом. Всем при том, что мы и дальше будем за ним в этом плане наблюдать. Но пока что молодец. Гресов. Шевченко. Обманное движение. Удар поворотом опасный. Мяч рядом со штангой пролетает. По мнению Владислава, кого-то из соперника он там в моменте коснулся. Повтор эпизода нашему вниманию предлагается, но, пожалуй, да. Все же, наверное, смог помешать Гузаиров. О, Гусев ушел. А вышел, я так понимаю, что Кирилл Верин вместо Степана. Номер 14. Проверяем по протоколу. Да, все сходится. И по позиции тоже. Центральный защитник заменил центрального. Коженкин. Сохранил. Смотрите, он такой свободный художник, по-моему, да? Киселев. Мы с вами его определили как нападающего, а он прям, в общем-то, действует где хочет. Вместо Ярослава Холодова, номер 25, в игру вступил Андрей Жигунов, номер 26. Это Жигунов, да, наверное, он сейчас был только что? А здесь Егоров. Кого найдет пасом? Ну, есть Александров рядом. Но Владислав не торопится. Назад катится. Козырев. Куда бьет? Налево. И можно обижать Мирошниченко. Потому что по мячу не попадает кто-то из защитников владивостокцев. И уже снова двоих Данила обыгрывает. Поворотом бьет. Метров, наверное, 16. Промахивается. Молодец. Смотрите, Верин обыграл. И Жигунова тоже. Но, правда, точности удару чуть-чуть не хватило. Евгений Грязнов выбил. Коженкин в центре. А где? Здесь, наверное, в ширине, по идее, Оскара Гузаирова должен был быть Константин Разин. Башкирцев, Грязнов, Верин. Ну и направо, наверное, на Жигунова. Уфимцев, видите, перешел налево. Номер 22. Жигунов. Заброс. А там Киселев. Дилустан Коженкин. Скидка на Данила Мирошниченко, против которого фалит Кирилл Верин. Но и Кирилл Андриенко. Сигнал дает. Кстати, напомню то, что ему сегодня помогают Илья Тарасевич и Эмин Складзян, а также Богдан Константинов. И за ними присматривает Сергей Борисович Александров, являющийся сегодня инспектором. Сильно бьет вперед. Неплохо. Это был Кабанов. А здесь вот такая попытка пробить от Разина. Рома. Уфимцев здорово на замахе. Разин обыграл. Почему-то правую ногу использует здесь. Но, тем не менее, ею пас отдает, который доставляет мяч туда, где открывается Кувшинов. И далее сам же Николай из-за боковой линии через Владислава Шевченко. И вот с таким ударом пасом направо, где... О, Ефанов сражается. Да.
Жигунов помогает. И Верин корпус выставляет Мирошниченко. Ну и Жигунов через Кирилла. А тот через Грязнова. А Евгений снова далеко из ворот выйдя. Для него это не проблема. Помогает. Башкирцев. Веретельников. Атакующий центральный полузащитник. Жигунов. Подача. А там срабатывает капитан. И скидка под удар для... Отличная. От Веретельникова для Копылова. Удар от Кирилла Прома. Не торопясь, мяч устанавливает один из героев к текущему моменту этого матча Илья Козырев. Во втором тайме пока что ему не приходилось свою команду прям в чистом виде спасать, но в первом тайме он это сделал по меньшей мере 4-жды. Мирошниченко, быстр, Верин против него свеж. Но и из-за боковой линии готовится вводить Алексеев, левый защитник в тайме под номером 2 у якутской команды. Андрей Жигунов назад. Кирилл Верин. Не видим, но знаем. Андрей Жигунов вперед. Марк Веретельников в борьбе против Владислава Егорова. Марк. И Владислав. Андрей Жигунов здесь первый на мяче, опередив Мирошниченко. И Шевченко пас в коридор на открывающегося, врывающегося в штрафную Прохора Кувшинова вновь. А здесь Владислав, пытающийся сам найти возможность пробить. И знаете ли, кто ему мешает? Да, тот самый свободный художник, Дюлстан Коженкин. Помогающий здесь Егорову и Александрову. Пас налево. Николай Уфимцев. Обманное движение, смещение, нарушение от Разина. Ну так вот, раскачал, да, здесь соперника и заставил его нарушить правила. Арбитр был рядом и, соответственно, данный фол уловил. И здесь устное внушение Константину Разину и Николаю Уфимцеву за нечто там немножко неспортивное. Но вот как бы Кирилл и использовал это внушение в надежде на то, что оно станет достаточным, чтобы, соответственно, ну как бы дальше ребята только по спортивной части действовали. Уфимцев, район дальней штанги, подача. А там не было никого вбегающего. Но будет угловой, потому что ловить Козырев не стал. Перевел. Розыгрыш. Копылов, Веретельников. Перед ним Александров. Копылов. Перед ним Алексеев. Вот такой навес, неточный. Так, что? Уже скоро мы с вами зафиксируем, что третья четверть матча подойдет к завершению. И останется всего лишь навсего четвертая. А счет все еще 0-0. И двойная замена готовится у хозяев. Выбит мяч. Гресов. Шевченко. Кувшинов. Бабюн против него. И снова дает себя обыграть. Но подстраховка от капитана Кабанова. И Михаил по длине мяч выбивает. Где его подхватывает башкирцев. Катит на Верина, который на Жигунова. Который свежий. И навес. Направляет в штрафную. Где, выходя из ворот метров на сперва сначала 5-7, а потом и вовсе 8-9-10, ловит и фиксирует мяч Козырев. Молодечек.
уверенно действующий. Да и в целом сегодня, знаете ли, так вот действительно республиканская спортивная школа по футболу якутская классное впечатление оставляет своей способностью не терять концентрацию, сражаться и все вместе дружно. Хоть и соперники очень близки к тому, чтобы и забить, и вперед выйти, и много атакуют. Вот и снова, например. Ну, как-то целостно выглядит команда гостей. Ефанов. И вот такой удар. Оу, по мячу там не попадает капитан Кабанов, но не становится это неожиданным, либо же каким-то сложным аргументом для Ильи Козырева. Ловит мяч который. И проблемка есть у Владислава Ефанова. И сразу ему там в моменте пытается помочь кто-то из ребят, из соперников. Александров, да? Да, молодец. Итак, замена. Гресов уходит. Появляется футболист под номером 5 Дмитрий Серебряков. И, видимо, кто-то еще сейчас поле покинет. И снова раз пауза, мы попробуем прислушаться к тому, какие идут инструкции от тренеров к игрокам. Как и в первом тайме. Помните, мы с вами пытались распознать, понять? Гости. По-моему, в адрес Александрова что-то Василий Ивочкин как-то пытается подсказать. И вместо игрока под номером 18 Или же в адрес Разина. С Разиным, наверное, да, коммуникация идет. Владимир Журов. Кстати, вторая замена – это появление Владимира Журова вместо Владислава Ефанова. Так, сколько, получается, игроков вышло у одних и у других? Что касается хозяев, то свежих уже появилось 1, 2, 3, 4. Осталось 3. Один из них вратарь. А что касается гостей, то 1, 2, 3. И значит, еще в замене 4. Один из них вратарь. Вот оно, появление Журова. И уход с поля Ефанова. Прихрамывающего, у которого сегодня было много ударов. В первом тайме только уже 3. А во втором еще, по-моему, тоже были попытки. Журов располагается слева. А Серебряков где? Ну, наверное... Пока непонятно. Но посмотрим. Найдем. Ну, наверное, в центре, раз вместо Гресова. Точнее, справа. Справа же был Степан. И вот как раз-таки там справа сейчас он и есть. Этот свежий, только что вышедший с пятеркой на спине Серебряков. Копылов обработать мяч не смог. Разин в центре. Направо. Здесь Гузаиров. Обыгрывает Журова. И вдоль боковой линии бьет. Немножко казался к этому не готов Дьюлустан Коженкин. Башкирцев. Уфимцев. Ну, вы поняли, да? Подсказ идет от Василия Ивочкина в адрес Владимира Поздеева, что этот пас от Гузаирова должен был быть с расчетом на него. Ну, логично. И снова четко по инструкции с двух ног мяч в воде аккуратно делает это Оскар. И вот Поздеев побежал. Видите?
Обижал. Тренера услышал. Во втором тайме вышел, напомню вам. То есть, соответственно, должен быть свеж. Копылов в центре. Пас получил от Башкирцева. Прокатил на Верина. Вперед не стал искать варианты. А тот на Жигунова направо. Андрей набрасывает. Ну, там никого, кроме Бабюка. Егоров, Коженкин. Потеряли. Нет, не потеряли, но близки к этому были. Журов там с ними боролся. Алексеев. Вдоль боковой. Там же, напомню, Мирошниченко с ним. О, прошу прощения, Киселев это был, конечно же, под номером 17. Левый защитник команды гостей. И вот сейчас он же, Алексей Киселев. А это Александр Александров. Скидка от Поздеева, пас от Егорова в коридор, куда бежит Разин, но который не проходит. Зато здесь может что-то получиться. О, это желтая карточка. Поздееву, кстати сказать, по идее тоже, если арбитр увидел. Не увидел. Ну, вы поняли, да, то, что там такое ответное действие было от Владимира, которое тоже, по идее, заслуживало, ну, как мне кажется, не настаиваю, карточки. Но сложно было это увидеть. Арбитр был сконцентрирован на игроке, который первично правила в этом эпизоде нарушил, которого нам сейчас показывают. Центральный защитник приморской команды. Ну и, конечно же, Даниил Мирошниченко. Кирилл здесь, конечно, пас отдал не самый лучший, и ничего ему не оставалось, как фалить. Даниил Мирошниченко, уж не знаю, сколько голов забил со штрафных. Расстояние-то снова, как и в первом тайме, у него уже была позиция похожая, где-то 27, 26-27 метров. Далековато. В стенке снова 2 человека. И разгоняется, и подготавливается, пружинит, и бьет. Классно бьет! О, Мирошниченко, браво, но и Грязнов молодец. Ну, Даниил. Смотрите, как классно. Повреждение получил Кирилл Верин, номер 14, команда Чор-Динамо. Да. Техника обладает. Классных, сильных, точных ударов. Интересно, как дальше будет свой футбольный путь строить? По идее, нужно дальше пробовать свои силы в ведущих спортивных академиях. Но раз такие задатки, просто весовые и технико-тактические у парня, и самое главное, что вроде как желание, но это в будущем. А пока подача. Грязнов до мяча не дотягивается, будет ли удар? Поздеев. Обыгрыш соперника. Еще один на него тут же набрасывается. И пределы поля мяч покидает. Право на угловой. Республиканская спортивная школа по футболу зарабатывает. И Егоров. С этой позиции подает он. Ну, просто подача была неплохая. Как оно будет сейчас? Тренер подсказывает. Владик, давай хорошую. Ну что, уважаемые якутские болельщики, как вы сейчас? Что вы ждете? Хорошую? Есть же хорошая подача, но удар не получается. Это был, наверное, Александров. Но и еще одна замена у Кшор-Динамо. Вместо Марка Веретельникова, выступавшего под номером 11, в игру вступил Ярослав Марк Чигарев, Веретельников номер уходит. 15. Ярослав Чигарев вступает. Куда-то на свою половину падает. А он что, получается, не вместо Марка? Не атакующим центральным? Посмотрим. А пока башкирцев и уфимцев прокатили. Чигарев в опорной зоне. Это означает то, что Копылов, видимо, вперед пойдет. Верин. Бьет. Там никого, кроме Киселева. Верин. Вот так вот интересно развиваются события в матче, в котором счет пока что не открыт. И вот ты попробуй, что называется, предскажи в концовке, все-таки кто-нибудь сумеет ли отличиться или нет.
Непонятно. Но концовку первой половины очень ударно провели владивостокцы. Они из 7 голевых моментов в конце создали 4. Башкирцев, Серебряков и Жигунов там справа. Андрей, заброс. Кирилл Копылов открылся. Нет, это был не он, это был Прохор Кувшинов. Но Кирилл был недалеке. Дмитрий Серебряков обыгрывает, пытается подать. Бабюк ему там пытается в этом активно помешать. И вот наконец-то ему это удалось сделать. Себя обыграть не дал. Молодец, кстати. Ведь всю игру же ведь и не так-то им и просто складывающийся для него, но старается изо всех сил, сражается, в данном случае преуспел. Ну, а что здесь? Поздеев, и помогает ему Диулустан Коженкин. Падает. А здесь Уфимцев тоже лишь только правую ногу используя, обыгрывает Разина. Но подстраховывает, по-моему, Гузаиров. Николай. Через защитника нужно сыграть. Нет, через Чигарева решается он. Разин в отборе. Копылов направо. Жигунов. На Серебрякова он уже в свою очередь. Там против него мы знаем то, что Киселев. Но и справляется Алексей. Нет, не справляется. Он просто выбивает мяч. Право на угловой владивостокцы зарабатывают. В этом тайме 4-й, в этом матче 9-й. Ну и, конечно же, к сектору к тому отправляется вот этот парень. Кирилл Копылов. Но теперь уже болельщикам владивостокцев есть смысл сказать: давай хорошую, Кирилл. 2 сегодня по меньшей мере хорошие он уже выдал с этой точки. А как оно будет сейчас? Разгоняется. 3-я хорошая. И удар по воротам. А куда же мяч летит в сторону-то? Почему? Да, промах. Коленом пытался пробить Дмитрий Серебряков. Но и промахнулся. Вообще, в принципе, во втором тайме, что не удар, то промах у владивостокцев. Я насчитал 4 и все мимо цели. В первом тайме было 7 в створ из 14. А во втором тайме всего получается 4 либо 5 и все мимо. Шевченко уходит. Последняя замена из числа игроков полевых. И Дмитрий Литовченко выходит. Номер 28. Так остался один забитый мяч. Пока что всего лишь у Владислава в этом сезоне. Жигунов. Верен. Поздеев будет прессинговать. Ему помогает справа Разин, слева Мирошниченко. Поздеев, а где прессинг-то? Почему-то взял, так спокойненько дал Грязнову там сделать все, что Евгений там задумал. Ну, постоять, а потом отдать точно. Не переживает за то, что соперник будет мешать. Скидка. Поздеев тоже. Коженкин. Замена в команде Чординана вместо Владислава Уфимцев. Шевченко, номер 63, в игру вступил Дмитрий Разин перед Литовченко, номер ним. Снова будет 28. пытаться обыграть. Да, и вновь использовали лишь только правую ногу. А здесь Владимир Журов. Кирилл Копылов. Ярослав Чигарев. Андрей Жигунов. Преследует Мирошниченко и справляется с соперником, выбивает мяч. И здесь справляется на опережение, действуя против кого-то из... против Прохора Кувшинова. Но все же Прохор справляется. Мячом завладевает и отдает его вдоль. Там Копылов, потому что запрашивал. Жигунов. Куда? Копылов. Справился, обработал, но из-за спины ногу выставил Мирошниченко. И подобрал мяч, и пробил классно. Перекладина! О, Николай Уфимцев мог стать героем этого матча. Он в начале этой игры был плеймейкером, а здесь мог стать главной звездой. Но в перекладину взял и угодил. Журов, Владимир.
75-ю минуту отметим, сразу, когда только пауза какая-нибудь наступит. Но, может быть, началась та самая активнейшая пятиминутка штурм от приморцев? Не исключено. Вот она пауза. 75-ю минуту отмечаем мы. И Жигунов. И снова Андрей. И вновь он. Обыгрывает легко, передачу отдает. И что там дальше? Падение в штрафной. Кто нарушает? Игрок атаки. Замена у гостей. Константин Разин поле покидает. Думаю, то, что болельщики якутские сейчас ему аплодируют. И Дмитрий Рожков в игру вступает. Константина Разина. В игру вступил игрок под номером 9 Дмитрий Рожнов. Дмитрий Рожнов. А нам предлагается повтор момента, когда Кожинкин, обыграв, вот так вот здорово пробил Николай Уфимцев. Тогда до ворот было метров 25. И вот с этой камеры еще. Бабах. В каркас. Прохор Кувшинов. Против него Андрей Киселев. Алексей Киселев. И еще один угловой. 10-й, юбилейный. Но надо подсобраться. И одним, и другим в концовке. Чтобы выдать нам ее такую, знаете ли, прям супер зрелищную. Разгоняется. Руку поднимает. Кирилл Копылов передачу совершает. Мяч летит далековато от ворот. И нет удара. Но есть подбор. А здесь защитники. Это даже не защитник, это Поздеев. По ситуации обороняющийся. Башкирцев. Корпус выставил. Мяч пытался затащить в штрафную. Уфимцев. Мяч в игре. Серебряков. Дмитрий наброс совершает. И Дмитрий в центре же мяч и подбирает. Мирошниченко с Копыловым сражается. Мяч у Даниила бежит, который, смотрите, как крепко на ногах. Будучи и сохраняет игровой снаряд для себя. Мяч оттаскивает от своих ворот подальше. Молодец. «78-я минута. Алексей Киселев что-то кому-то показал. Свисток от арбитра. Что-то сейчас в соответствие приводится. Кожинкин чувствует какой-то, видимо, ушиб. Дьюлустан. И идет меняться. Да, идет. За бок держится. За живот. Что случилось? Еще по меньшей мере 2 человека из числа полевых есть в резерве у якутской команды. Итак, Дьюлустан уходит. А кто вместо него появляется? Сейчас, наверное, покажут. Замена в команде РСФФ. Вместо игрока под номером 10. Да. Дьюлустана Кожинкина. Глеб Шульгин. Игрок под номером 12. Глеб Шульгин. Киселев вперед. Там Александров. Потеря. Нет, не потеря. Мяч у гостей. И снова Киселев. Заброс от Алексея. О-хо-хо! Смотрите, как забавно. Это тоже в эпизод, пожалуйста, нам в нарезку. Тех таких, знаете ли, ну, веселеньких. Он упал, но сориентировался и в борьбу вступил. Может быть, так все и задумал. Это я про Александра Александрова. Николай Уфимцев. И снова лишь только правую ногу использует. Внешней стороны стопы передачу отдал неточно. И забег, в котором Рожнов. Свежий ведь.
И перед ним башкирцев Матвей. Надежный ведь. И пас отдает на Журова, против которого здесь кто? Егоров? С рукой перемотанной. Нет, это ж не Егоров, это же правый защитник. Гузаиров. А это Журов. Классно обыграл, направо отдал. Где Андрей Жигунов? Внимание, Но против него добавлено 5 минут. Алексей Киселев. И целых 5 минут добавлено к основному времени второго тайма. Верин, Жигунов. Андрей, навес, а там выпрыгивают двое. Скидку сначала совершил, а потом мяч подобрал и пытается его сохранить Литовченко. Александров. Поздеев не помогает. Александров сам справляется. И тут включается Поздеев. Бежит Владимир. Тащит направо бы нужно отдать по идее. А он пытается сам сохранить, сам пролезть. Смотрите на его забег. Отчаянный. И его фол. Очевидный. Против выставившего ему корпус Башкирцева. Матвей. Ярослав Чигарев где-то должен быть на связку. Но нет. Передача верхом вперед. Но это легко для Кабанова. Рожнов. И видели, как пытался в Чигарева буквально вцепиться Шульгин. Но и Кабанов. По длине не получилось. Журов. Побежал. Но снова капитан Кабанов. Хорошо позицию выбирает. Евгений Грязнов. По длине бьет. Там Киселев. Наброс, чтобы можно было позднее его попробовать пробежаться. А вырвут ли победу владивостокцы? Или же на какое-нибудь чудо вдруг возьмут да сподобятся гости? Или же все завершится ничьей? 3 минуты у нас осталось, точнее у них, на то, чтобы все-таки все обстоятельства преодолеть. И еще нечто большее для своего коллектива завоевать. Но для этого нужно забить. Болельщики-то тоже, да, их не обманешь, вот так же, как и нас с вами. Они понимают, что победа может быть, может прийти, ее можно добиться. Решающий удар лишь только нужен. Жигунов. А здесь мы видим, как мячом владеет, финтит. Уфимцев, он уже там оказался. Право на угловой заработал. Нет, удар от ворот. И что, желтая карточка Николаю? Да. Замена. Заключительная. У якутской команды. Предупреждение получил Николай Уфимцев, номер 22. Команда Шор-Динамо. Поле покидает игрок под номером 20. 20. Владимир Поздеев. 20 Владимира Поздеева. На поле появился Мухаммед Таксанбаев, номер 4. Мухаммед Таксанбаев вышел на эти просто буквально какие-то считанные минуту-другую. И мяч сумел, смотрите, пощупать. И ускоряется он. О, это был шанс определенного рода 2 в 2, потому что атака была. Туксанбаев и недавно тоже свежий вышедший Рожнов. Рожнов мяч забрал уверенно. Таксанбаев здесь помочь не смог, Верин его вырвал. И Башкирцев выбил. Литовченко пытается зацепиться. Бежит, от капитана Кабанова убегает. Но подстраховывает, будучи молодцом в этом эпизоде, Денис Бабюк. Вот такую неоднозначную игру проводящий. Василий Ивочкин. Понятно, что весь встревоженный, взволнованный. Заключительная 85-я минута идет, судя по всему. Николай Уфимцев бьет вперед, и мяч за пределы поля улетает.
Сильно-сильно устал Николай. На концовку каких-то запасов, наверное, уже нет. И Михаил Кабанов налево выбивает. Николай Уфимцев. Есть еще силы в запасе. Смотрите, как изящно сыграть. Двоих проскочить. Верин Грязнов. 85 минут завершены. Евгений бьет вперед. Журов подхватывает, но направо отдает. А справа Серебряков. Журов открывается под него. Киселев пытается помешать Дмитрию. Тот все-таки навешивает и ловит очередной раз мяч. Блестящую сегодня игру проведший Илья Козырев. И сразу после этого звучит свисток, который означает то, что этот матч завершен. Очередная игра розыгрыша первенства Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Группы для игроков не старше 15 лет. Поединок между Краевой спортивной школой Олимпийского резерва «Динамо», город Владивосток, Приморский край, и Республиканской спортивной школой по футболу, город Якутск, Республика Саха-Якутия. Но и счет в этом матче так и не был открыт. 0-0. Но и команды поле покидают. А мы с вами готовимся к тому, чтобы посмотреть статистику. После этого обзор опасных моментов. И по окончанию этого основного этапа нашей трансляции еще и послематчевое интервью с тренерами команды и с кем-то из ребят, кого команды делегируют на то, чтобы несколько слов по результатам поединка сказать. Но было бы неплохо, наверное, нам бы, чтобы из числа игроков смогли бы Прохор Кувшинов от владивостокцев рассказать про свои эмоции, потому что у него, пожалуй, самые опасные моменты и были. Ну, а что касается гостей, то можно было бы послушать, я думаю, капитана Михаила Кабанова, который много раз был в центре эпизода, когда нейтрализовывал наступления многократные от гостей. Прошу прощения, конечно же, от соперников, от хозяев. Итак, 23 удара от команды КШОР «Динамо». 14 было по результатам первой половины и еще 9 добавлено во второй. Ну, а что касается гостей, то 10. 4 было в тайме под номером 1 и еще 6 в тайме под номером 2. Итак, по 1 баллу команды набрали. Это означает то, что у них стало очков 16 и 14 соответственно. У владивостокцев 11 матчей, напомню, у якутской команды 9. По позициям они никак не переместились, потому что на 4-м месте идущие благовещенцы имеют 17 очков. Тоже 10 игр у них, столько же, сколько и у КШОР. Итак, уважаемые зрители, на этом основная часть нашего репортажа подходит к завершению. Я со своей стороны, пожалуй, уже готов с вами попрощаться. Напомню, что впереди, после обзора опасных моментов, еще послематчевое интервью, поэтому мы с вами их посмотрим. Но, наверное, прощаясь с вами, нам лишь только остается друг другу пожелать всего самого лучшего и доброго. Ну а я со своей стороны, по традиции, как и в конце каждого репортажа, конечно же, призываю вас всех заниматься спортом. Потому что спорта в жизни современного человека должно быть много.
помогают Илья Тарасевич и Эмиль Слободян. Владимир Андриенко, левый капитан. Ему помогают Илья Тарасевич и Эмиль Слободян. Михаил Кабанов, капитан якутской команды. Михаил, какие ощущения после игры? Ну, усталость, погода жарко, душно слишком. Не то, что у нас там, в Якутске. Соперник нормальный такой. Устали. Сегодня в первом тайме трудновато вам было, но получилось, скажем так, отстоять свои ворота. А во втором тайме команда поувереннее действовала. В чем такая метаморфоза? Ну, собрались, в раздевалке тренер нам сказал, что да как. Все, вышли, сыграли нормально. Очень упорные две игры получилось между командами Кшор-Динамо и РШФ. С чем это связано? Да ни с чем, просто соперник хороший. И мы также, ну, чуть посильнее их играем. Так получается. Так получилось. С хорошим настроением домой возвращаетесь или вы не домой сейчас? Мы не домой, мы на игру с Комсомольском. Сейчас поедем, с ними сыграем, а потом уже домой. Ну, удачи. Спасибо. Василий Ивочкин, главный тренер команды. Ваш комментарий к матчу? Ну, сегодня была такая сложная игра. Вот из наших вот из всех проведенных игр в ЮФЛ, она такая
возможно, даже самая сложная игра, потому что сегодня соперник создал много голевых моментов. Конечно, у нас был маленько другой расклад на игру, но как получилось, так получилось. Вообще, конечно, мы вот за командой из Владивостока наблюдаем. Нам нравится, как команда играет, достаточно разнообразно. Ну и в целом вот мы уже в этом сезоне встречаемся уже 3-й раз. Команда, видно, прибавила. Ну, видно, работа тренерского штаба. И мы понимали, что соперник будет для нас такой, скажем, очень серьезный. Ну, хотели, конечно, выиграть, но кто не хочет выиграть, но ничьей в данный момент мы, конечно, рады. Ну, судя по тому, как команда проводила замены в концовке тайма, ничья — это такой хороший результат, потому что видно, что постарались, по крайней мере, удержать ничью. У нас 2 матча мы проиграли таких в юношеской лиге. Нам вот как раз концентрации не хватило, поэтому мы переживали. И я ребятам сказал до этого в перерыве, все-таки, конечно, вы, как говорится, юношеские максималисты, хотите выиграть, но синица в руках — это лучше, чем журавль в небе. Поэтому, как развиваются события, соперник сегодня нас, скажем так, переиграл. Где-то, конечно, игра выравнивалась, но в целом, если соперник создал больше голевых моментов, значит, он был лучше. Поэтому, конечно, ничья — это такой для нас приемлемый результат. Парней похвалите, потому что в тяжелых погодных условиях смогли выстоять, во втором тайме пободались, так подержались и, скажем так, смотрелись поувереннее. Да, сегодня обязательно их похвалим, поговорим. Вот выезжаем все время в Приморье, нам тяжеловато, потому что у нас климат другой. И вроде бы такая же, допустим, температура, но здесь нам тяжелее дышится, и получается, как бы функциональное состояние у нас не было, все равно мы устаем чуть побыстрее, наверное, чем с хозяева, ну или соперники, которые здесь постоянно играют. Нам тяжело, поэтому, конечно, на морально-волевых отыграли. Буду сегодня рад с ними обсудить нашу игру в целом на положительных эмоциях. Конечно, я им скажу спасибо, что они сегодня до последней минуты отыграли как настоящие мужчины, потому что соперник все-таки до последних секунд прям хотел все-таки забить. Там, как говорится, уже и навал был бы хорош. Как говорится, 1 гол решил бы исход матча. Поэтому мы рады и ребят сегодня похвалим, конечно. Спасибо. Евгений Молоков, главный тренер команды Кшор Динамо. Ну, вижу, эмоции у вас на лице такие, немного грустное лицо, Евгений. Ну, я бы не сказал, что грустное, скорее, эмоций очень много, и грусть в том числе, но и других эмоций хватает. Вот здесь все в куче. Статистика первого тайма: 16 ударов по воротам, 70% владения. Счет 0-0. Знаете, про какую команду я говорю? Ну, я знаю одно, что в футболе побеждает тот, кто забивает голы, кто реализовывает моменты. И можно владеть мячом и 10%, и 15%, и 20%, но при этом забить гол свой и отстоять, победить и так далее. Вот. Что касается первого тайма, ну, наиграли мы, конечно, и на гол, и, может быть, даже на 2, ну, даже не знаю, как и сказать, в чем вина. Сложный момент, потому что футбольный бог что-то от нас сегодня немножко отвернулся. Вот. Вроде все правильно делали. И винить достаточно моментов создали голевых. Вот. Ну, где-то в каких-то моментах не повезло, в каких-то моментах мастерства не хватало, в каких-то моментах еще чего-то, хладнокровия там. Вот. Вроде мастерство есть, хладнокровия не хватало. То есть все в совокупности. Но вот что-то сегодня пошло не так в плане реализации. Ну, реализация — это вообще наш бич. Вот. Этот, скажем так, компонент, который очень сложно тренируется на тренировках. Здесь либо ты можешь реализовать момент, либо нет. Сложно создавать моменты, вот, а уже реализовывать их легче, но при этом сложнее. Вот как ни парадоксально это звучит. Команда была отнюдь не миролюбивая, и вот первая ничья, все-таки это очко в копилочку. Ну, или два потерянных. Я скажу так, что
все серии когда-то заканчиваются, абсолютно все. Нету беспроигрышных, без ничейных там, и безвыигрышных. Вот. И когда-то это должно было случиться. Может, и не в этом сезоне, но вот это случилось вот в этом туре. Вот. Что касается того, в копилочку это либо потеряно, ну, исходя из нашего владения мячом, исходя из преимущества, исходя из созданных моментов, можно сказать, что потеряли 2 очка, конечно же. А может и приобрели. Мы не знаем. Вот конец сезона, и все будет видно. Не зря же есть поговорка «цыплят по осени считают». Ну, посмотрим. Пока что видится, что это потеря очков. Вот. А так. Следующий матч тоже очень важный для команды ССК Хабаровск. И такое принципиальное противостояние. Что-то особенное будет в подготовке? Мы подумаем. Возможно, будет. Я пока не готов сказать. Вот. Это слишком особенный матч, чтобы так вот. И команда вроде возвращается в Владивосток, будет играть на «Динамо». Планируется, по крайней мере, так. Давайте скрестим пальцы, поплюем много-много раз через левое плечо, через правое плечо. Очень хочется вернуться. Мы благодарны Уссурийску за то, что нас приютили. Конечно же, спасибо большое стадиону, спасибо руководству там и так далее. Но так хочется домой, вы даже себе представить не можете. Вот, увидеть своих зрителей, увидеть родные трибуны, вот, сыграть на новом газоне. Мы все этого очень сильно ждем, и я очень надеюсь, что это все-таки случится. Вот. Ну, а игра уже рассудит, как мы к этой игре подготовились и что будет. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы это было праздником для всех. Все, спасибо. Марк Веретельников, команда «Акшор Динамо». Марк, ну что не хватило сегодня, потому что команда все-таки ближе была к победе? Ну, не хватило хладнокровности в моментах. Много атаковали. Я думаю, нам надо было взять и забить 1 мяч. Все, игра бы пошла бы. Мы бы тогда раскрепостились бы и еще больше бы забили. Что для этого нужно, чтобы вот просто взять и просто забить этот вот мяч? Но для этого нужно быстрее действовать в атаке и решать свой момент. Ну и сильнее бить поворотом. Попадать. Во втором тайме тяжеловато тоже было, потому что столько моментов уже не создала команда. Может быть, морально как-то было тяжеловато? Да, морально было тяжело, еще время подталкивало нас вперед. Но мы шли вперед, но у нас не получилось забить, к сожалению. Ну, сейчас не надо расстраиваться, надо готовиться к следующему матчу. Против кого он знаешь? Против Хабаровска. Ну, хорошо подготовиться и сыграть так, чтобы те моменты реализовать. Спасибо.